то время как в Турции и исламских странах радуются наступлению месяца Рамадан, в некоторых регионах мира, где проживают мусульмане, наступление месяца поста означает увеличение пыток и издевательств. Несмотря на попустительство лидеров исламских государств, считающих оправданной политику коммунистов, и вопреки тюремным срокам, грозящим соблюдающим пост, мусульмане Восточного Туркестана продолжают поститься скрытно. Однако заключенные, содержащиеся в лагерях пыток, называемых китайскими властями школами профессиональной подготовки, находятся под круглосуточным наблюдением. Тех заключенных, которые не принимают пищу в дневное время, а также отказываются есть свинину и пить спиртное, жестоко наказывают. Президент США заявил, что повысит налоги на китайскую продукцию. По словам Трампа, заметное улучшение экономики Соединенных Штатов Америки связано с увеличением госпошлины на ввозимые товары из Китайской Народной Республики. Трамп подчеркнул, что китайский импорт превысил $300 миллиардов и пообещал повысить госпошлину с нынешних 10 до 25%. Во время посадки в столичном аэропорту Москвы на борту одного из самолетов, выполнявших внутренний рейс, вспыхнул пожар. Число погибших составило 41 человек. По сообщениям российских СМИ, самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск, но был вынужден вернуться и совершить посадку. Пожар вспыхнул в хвостовой части воздушного судна, на борту которого находилось 70 человек. Среди погибших было 2 детей. Совет безопасности Израиля отдал приказ об увеличении бомбардировок оккупированного сектора Газа. В результате бомбардировки погибло 7 человек, в том числе и 1 беременная женщина. Число погибших палестинцев за последние дни составило 17 человек. В свою очередь, представитель отдела внешних связей Евросоюза Федерико Могерини сделала следующее заявление. Палестинские партизаны, находящиеся в секторе Газа, должны прекратить стихийные ракетные обстрелы. Евросоюз еще раз подчеркивает, что будет всячески бороться за безопасность Израиля. Внимание вызвало то, что Федерико Могерини не упомянула о погибших палестинцев. Призывы выйти на улицы объявившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо остались без ответа. Планы Гуаидо, поддерживаемого США и некоторыми странами Латинской Америки, пытающегося свергнуть власть Мадуро, не увенчались успехом. Протесты прошли в 2 районах Каракаса. Знаменательно то, что Хуан Гуаидо и его приближенные не приняли участие в протестах. Во время поста в месяц Рамадан меняется привычный уклад жизни. Необходимо обратить особое внимание на вопрос питания, так как у некоторых людей могут возникнуть тяжелые проблемы со здоровьем. В случае выполнения ниже следующих советов вы сможете провести месяц поста с максимальной пользой. Первое. Обязательно просыпайтесь на сухур, так как метаболизм людей, не просыпающихся для утреннего приема пищи, замедляется, в результате чего человек страдает от избыточного веса. Второе. Не торопитесь с приемом тяжелой пищи. Во время разговения можете выпить суп, после чего необходимо подождать 15 минут и уже потом переходить ко второму. Так вы избавите свой желудок от тяжести. Третье. Ешьте фрукты вместо сладкого, так как прием большого количества сладостей, в составе которого обычно имеется сахарный сироп, приводит к избыточному весу и проблемам поджелудочной железы. Четвертое. В промежутке между ифтаром и сухуром выпивайте 10-12 стаканов воды. Это поможет избежать обезвоживания. Пятое. Принимайте низкокалорийную пищу, особенно по утрам. Например, вареные яйца содержат протеин, который поможет избежать чувства голода. Шестое. После чая и кофе обязательно пейте воду, так как чай и кофе после ифтара также приводят к обезвоживанию. Седьмое. Принимайте злаки, богатые клетчаткой. Клетчатка поможет избежать проблем с кишечником. Восьмое. Не забывайте про молоко и кисломолочные продукты. К примеру, йогурт и кефир содержат необходимый организму протеин. Команда Уйгур ТВ поздравляет вас с наступлением месяца Рамадан. رمضان يا حبيب
that